день, меня зовут Казакова Лариса Анатольевна. Я являюсь руководителем экспертно-аналитического центра менеджмента качества СГУ имени Петелина Сорокина и занимаюсь преподавательской деятельностью, являюсь старшим преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин юридического института. Занимаюсь вопросами противодействия коррупции уже более 10 лет. Скажите, сколько у меня времени для вас есть? 20 минут, да? Ну, 20 минут, да? Ну, понятно, что за 20 минут мы сможем с вами только пройти очень-очень малую часть. Тем не менее, наверное, эта тема очень актуальна. Я даже понимаю, почему сейчас во многих организациях нас приглашают, нас в том числе, почитать разным категориям людей. Здесь я понимаю, люди, которые, собственно говоря, противодействием коррупции-то и не занимаются, да, на своих рабочих местах, для того, чтобы, да, иметь общее понятие, что это такое и как выстраивается у нас в Российской Федерации такая антикоррупционная государственная политика, очень кратко вам постараюсь рассказать. К сожалению, мы не договорились заранее о презентации, было бы, может быть, более наглядно, но, тем не менее, раз у нас ее нет, постараюсь так чисто далеко как-то не теоретизировать, да, постараюсь рассказать вам понятным языком. Но понятно, что противодействие коррупции уже несколько десятилетий находится вообще в центре внимания мировой общественности, в том числе и в Российской Федерации, в Республике Коми, на слуху громкие коррупционные скандалы и мировые, и в Российской Федерации, у нас в Республике Коми. Но это всего лишь малая толика, да, малая часть вообще в целом антикоррупционной политики. То есть само по себе уголовное преследование коррупционеров – это очень-очень незначительная часть антикоррупционной политики, которую у нас государство проводит. Начнем с того, что вообще понятие вообще коррупция появилось в законе только в 2008 году. Истоки коррупции, конечно же, они очень древние, она была очень давно уже и признавалась, и в том числе даже были легальные формы, да, коррупции. Начиналась уже во времена Ивана Грозного, и при Петре Первом боролись с коррупцией, вы знаете, Екатерина боролась с коррупцией, и сейчас. Но в советский период не было принято вообще об этом говорить. Считалось, что коррупция – это некий пережиток капиталистического общества, да, что там на Западе коррупция есть, а в Советском Союзе якобы коррупции не было. Конечно же, она была, она умалчивалась, и все мы прекрасно помним, ну, один из фактов проявления коррупции, так называемый блат, это кумовство, оно было и в те времена, но тем не менее в современной законодательной базе понятие коррупции появилось только в 2008 году, когда был образован Совет при президенте Российской Федерации, Совет по противодействию коррупции. Тогда же вышел первый национальный план противодействия коррупции, сейчас у нас уже 6-й по счету национальный план. Тогда же вышла национальная стратегия противодействия коррупции. Ну и в 2008 году также вышел федеральный закон о противодействии коррупции в Российской Федерации, 273-й федеральный закон. Этот закон является базовым юридическим документом. В него неоднократно вносились поправки, в той или иной части. И в прошлом году мы проводили как раз юридические чтения, в том числе посвященные десятилетию этого закона. То есть уже 11 лет юридически узаконенными способами и средствами Российская Федерация выстраивает свою антикоррупционную политику. Вы знаете, коррупция, само понятие коррупции для разных стран, оно разное. Нет такого понятия, такого единого, стандартного для всех стран. Каждая страна вырабатывает свое понятие коррупции и свою антикоррупционную политику. У нас в Российской Федерации, у нас в стране под коррупцией понимается тот термин, который как раз установлен в 273-м федеральном законе. Он достаточно большое это определение, в него уже тоже вносились неоднократные изменения, но наш законодатель не нашел ничего лучшего, чем сказать, что это просто перечисление уголовных составов, да? Перечисляет это злоупотребление служебным положением, то есть понятие коррупции, да, злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и так далее. Но упор в этом определении, несмотря на то, что оно большое, можно несколько характерных черт, да, выделить. Что же такое вообще противодействие коррупции, какой упор в этом делается? Во-первых, всегда коррупция связана с использованием должностного либо служебного положения.
И всегда это должностное или служебное положение используется вопреки законным интересам государства, общества, какой-то отдельно взятой организации, учреждения, государственного либо муниципального органа. Это первая характерная черта. Вторая характерная черта – это получение неправомерных выгод для себя, либо другого физического лица, либо юридического лица. И третье – это всегда наличие корыстной цели. То есть всегда коррупция связывается с получением каких-то материальных благ. Либо в виде денег, либо в виде имущества, либо ценностей каких-то, либо услуг имущественного характера и так далее. То есть коррупция всегда носит материальную, она может быть выражена в чем-то материальном. Если говорить о видах коррупции, то достаточно большое количество исследователей ее классифицируют, что говорит о том, что коррупция носит очень серьезный такой всеобъемлющий характер. Самая распространенная типологизация коррупции. Во-первых, она делится, если по сферам проявления, на политическую и экономическую коррупцию. Политическая коррупция – это связано с оппозиционными, вернее, борьба правящих оппозиционных партий, элит, группировок, отдельных лиц. Это борьба за власть, это форма политической борьбы. Экономическая коррупция – это использование публичного статуса государственных, муниципальных чиновников, вообще должностных лиц, даже не связанных с органами, другой уровень, это к факторам экономической коррупции достаточно, исследователи относят большой круг таких факторов, например, скажем, высокий уровень поляризации по уровню доходов населения, который у нас, кстати говоря, для нашей Российской Федерации характерен. Либо высокий удел теневой экономики, это отмывание доходов и так далее. Если говорить применительно, например, к сферам, которые характерны для проявления коррупции, делятся на бытовую, деловую и коррупцию в органах власти. Бытовая коррупция, мы сталкиваемся с этим, наверное, больше всего, поскольку мы являемся рядовыми с вами гражданами, не должностными лицами, не чиновниками. Это как раз воздействие рядовых граждан и неких должностных лиц. Например, это так называемые подарки, благодарности за определенные услуги. Это может быть взятки, это может быть подкуп. Под бытовой коррупцией, как пример, например, когда платят за несоставление протокола, за нарушение правил дорожного движения представителям ГИБДД, либо за пересдачу экзамена, например, в образовательной организации, или за устройство ребенка в детский сад, или врачам, например, за какие-то медицинские услуги и так далее. Это все признаки бытовой коррупции. Деловая коррупция – это коррупция, которая возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, скажем, есть некий хозяйственный спор, и одна из сторон стремится заручиться, например, поддержкой судьи в разрешении этого хозяйственного спора. Это, можно сказать, пример деловой коррупции. Коррупция в органах власти, мы все прекрасно понимаем, что это такое. Причем коррупция охватывает все ветви власти, как законодательную, так и исполнительную и судебную власть. Здесь в основе этой коррупции лежит как раз использование властных полномочий. Здесь можно, какие наиболее подверженные такие сферы в государственных органах, это государственные и муниципальные, это государственные и муниципальные закупки. Это на сегодняшний день самая коррупциогенная сфера. Она признается, несмотря на то, что там принимается большое количество различных актов, есть ограничения, и по 44-му ФЗ, ограничения в законе о конкуренции, антимонопольное законодательство, тем не менее, несмотря на все законодательное регулирование, самые громкие случаи коррупционных преступлений совершаются именно в этой сфере, это закупки. Но это возможно
кадровые, это назначение на какие-то высокие посты ответственные, да, там тоже коррупционная составляющая. Но, в общем, везде, где есть деньги, где имущество есть, да, там везде может быть коррупция. Мы сейчас никого ни в чем, я никого ни в чем не обвиняю, да, допускаю, что здесь сидят люди, которые занимаются контрактами, например, да. Мы говорим о сфере, о коррупциогенности, да, то есть в этих сферах наиболее высок риск возникновения вот таких вот ситуаций. Если говорить по формам проявления, ну, делят ее на жесткую, так называемую мягкую, да, или еще говорят явную и неявную, да. Ну, явная коррупция или жесткая, да, ну, это когда уже явное коррупционное правонарушение, взятка, злоупотребление и так далее. А мягкая, да, вот о чем я уже начала говорить, это, например, лоббизм, да, семейственность, клановость, да, и так далее. Вот, причем вот этот, ну, это же не новое, да, и для Российской Федерации эти явления-то не новые, да, семейственность, да, ну, где-то ее называют там династии, да, в прокуратуре династия, да, вот, но тем не менее здесь тоже возможно, да, возможно, когда, тут ведь мы говорим не просто династия, да, или педагогическая династия, а когда на ответственные посты продвигают, да, или на ответственные, или на должностные какие-то лица, да, продвигают либо своих родственников, да, это вот непотизм называется, или кронизм, это друзей своих, да. Вот, то есть не сама по себе вот эта династия, да, является нарушением, а именно когда есть злоупотребление властью с целью продвижения какого-то ограниченного числа людей, да, в котором, может быть, даже не родственники, возможно, это другое, может быть, это связано, там, например, религиозными соображениями или клановостью какой-то, да, или другая какая-то группировка. Значит, что еще хотела вот в этой связи сказать? Значит, есть достаточно большое количество международных организаций, которые занимаются исследованием в области, вообще в области коррупции. Самая известная из них это Transparency International, которая уже очень давно этим занимается. У этой организации есть филиалы во многих странах, в том числе и в России. У нее есть открытая рассылка, вы можете набрать в поисковике Transparency International, подписаться на рассылку, ну, я, например, тогда, и каждую неделю мне приходит такая аналитическая информация о всех коррупционных скандалах в России, например, да, ну, это кому интересно, да. Вот, то есть информация, они там публикуют очень большое количество аналитической информации. Так вот, они каждый год делают такое исследование, такое называется индекс восприятия коррупции. Еще другое исследование, барометр мировой коррупции называется. Когда эксперты различных стран дают экспертные оценки по уровню коррупции в этих странах. Вот уже на протяжении последних 10 лет это точно, Российская Федерация занимает в этом индекс восприятия коррупции одно из фактически низовых мест. То есть эксперты, как внутренние наши эксперты там участвуют, так и эксперты разных стран, по очень большому количеству критериев определяется этот индекс. Вот мы, например, в 2018 году заняли 128 место из 180 стран, то есть достаточно низко. Вот. Десятка лучших, да, считается экспертами, где самый низкий уровень коррупции, она одна и та же. 10 мест всех занимают одни и те же страны, просто местами меняются. Да? Вот. Например, в 2018 году первые места занимали Дания и Новая Зеландия, у них 88 и 87 баллов соответственно, то есть до 100 баллов-то никто еще не дотянул. Да? Вот. Самые низкие баллы, это 10 баллов Сомали и Южный Судан 13 баллов. Значит, что касается, например, если сравнивать бывших советских республик, то многие из них нас заметно перегнали. То есть там уровень коррупции значительно ниже, чем оценивают эксперты в России. Например, Эстония занимает 18 место, Литва 38. Ниже нас только Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан сейчас резко снизился. В целом эти страны с низким уровнем коррупции, они отличаются общими ключевыми характеристиками, как эксперты говорят, да, там высокий уровень свободы прессы, чего эксперты отмечают, что у нас этого нет. Открытый доступ к информации о бюджетах, о расходах, в том числе и чиновников, да. Очень важный
критерий – это когда судебная власть не делает различия между богатыми и бедными, да, то есть равное отношение судебной власти к различным слоям населения. Это высокий уровень персональной ответственности государственных служащих за свои деяния. Очень достаточно большое количество выделяется способов противодействия коррупции. Ну, и по-разному их называют. В разных странах они по-разному. Да? Ну, разделяют, например, на западный путь, говорят, и восточный. Да? Восточный называют его жестким, силовым. Западный называют мягким. Да? Некоторые по-разному называют там стратегия войны, там, стратегия пассивности и так далее. Ну вот какие способы выделяются сейчас борьбы с коррупцией в различных странах. Ну, первый способ, который у всех на слуху, да, это противопоставить коррупции власть и силу, то есть силовой аппарат. Что для этого предлагается? Да? Ну, во-первых, ужесточить законодательство. Ну, у нас, например, Россия идет в том числе и по этому пути. Да? Ужесточить законодательство, это добиться реализации неотвратимости наказания, это расширить полномочия правоохранительных органов. Это все как раз применение этих властных полномочий. Например, одно из них, как предложение, да, этой группы, да, ученых, которые предлагают практик, которые этим, да, предлагают, это, например, на ключевые государственные посты назначать руководителей силовых структур. Ну, это у нас, в принципе, тоже есть такая. Или устраивать показательные судебные процессы, как в Китае, да, ну, с целью ужесточения, да, это такая силовая мера. Ну, там разные, там отменить все привилегии, например, чиновничества, да, которые, такие очень явные и которые вызывают или провоцируют ощущение такой социальной несправедливости остальной части населения. А второй способ борьбы с коррупцией, он противопоставляется этому, он называется просвещение и воспитание граждан. Этот путь, конечно, достаточно долгий, и мы тоже по этому пути идем, в том числе. Но, наверное, результаты этой просветительской воспитательной работы будут видны даже, наверное, не нашим детям, а может быть внукам, правнукам, да, потому что это процесс довольно долгий, это фактически означает, надо повернуть сознание, да, совершенно на другую такую волну, что нужно создавать антикоррупционные программы, открывать интернет, антикоррупционные ресурсы интернета всем, проводить постоянно всякие дискуссии, дебаты в вузах, школах. Кроме того, направить имеющиеся ресурсы на просвещение взрослого населения, по типу общества знаний, как раньше было. Ну, сейчас мы, в принципе, этим с вами занимаемся, да, такими мерами. Есть еще один способ борьбы с коррупцией – это привлечение гражданского общества и бизнеса. Ну, это да, то есть когда должны создаваться некие антикоррупционные консорциумы, да, чтобы в бизнесе, да, было все честно, чтобы гражданское общество встало на волну такой борьбы с коррупцией. Ну сколько я смотрю, разные исследователи, и на нашем примере, например, у нас гражданское общество сейчас не очень готово вообще открыто вставать на путь противодействия коррупции. Много раз мы пытались наладить отношения, например, с различными общественными организациями в этой сфере, в том числе и в Республике Коми, но, к сожалению, видимо, не готова пока у нас даже общественная организация выстраивать прямо такую линию борьбы. Да? У нас общественная организация сейчас очень активно борется за чистоту, против мусора, да, это очень похвально, ЖКХ контроль и так далее, да, это на слуху, а ни одной общественной организации, которая бы сказала, мы будем вести борьбу с коррупцией в Республике Коми, этого нет, да, сейчас в республике. Что касается исследований российских, да, у нас в ЦИОМ постоянно проводит исследования по вопросам противодействия коррупции. Уже на протяжении многих лет они исследуют, какие же сферы являются, по мнению граждан, наиболее коррупционными у нас в Российской Федерации. Ну, самые коррупционные, вы знаете, какие у нас самые коррупционные отрасли? Кого можете назвать? Где больше всего коррупционное проявление?
Что? Либо самые бедные, либо самые богатые. Нет, по отраслям. Сфера какая? Уже на протяжении многих лет это ГИБДД. Да, причем отделяют ГИБДД и полицию, кроме ГИБДД. Да. Вот ГИБДД, несмотря на то, что сейчас там уровень, по мнению граждан, мы говорим, все-таки снижается, тем не менее, граждане, вот, например, каждый шестой, это достаточно высокий показатель из тех, кто ответил. Да, он сказал, что он сталкивался с случаем коррупции в сфере ГИБДД. Это первое, да. Второе, вот сейчас на втором месте из отраслей это здравоохранение. Это здравоохранение, значит, в числе коррупционных тоже относится сейчас образование, ЖКХ и суды. Вот, и как бы самая такая пятерка самых, вы заметите, даже органов власти здесь нет, да, я имею в виду государственные, там, да, муниципальные, все-таки несколько переместилось в другую несколько сфер, да. Значит, как же выстраивается государственная антикоррупционная политика у нас в Российской Федерации? Здесь достаточно большое количество мер. У нас в Российской Федерации предпринимается, причем эти меры носят, условно их можно разделить, там, например, на организационные меры, кадровые, там, финансовые и так далее. То есть закон, несмотря на то, что он является очень важным, законодательство само, но это всего лишь одно из средств, да, проявления, реализации государственной политики. На законодательство нельзя возлагать всю ответственность за противодействие коррупции, если здесь не будет иных мер, да, в том числе кадровых, организационных, финансов. Значит, здесь хочу еще сказать, что сам закон выделяет 3 направления противодействия коррупции. 3. Они являются взаимоувязаны, в том числе относительно самостоятельны. Первое – это профилактика или предупреждение коррупции. Это первое направление. Второе – это, собственно, борьба, то есть это уголовное преследование лиц, которые совершили коррупционные преступления. И третье – это минимизация или ликвидация последствий коррупционных деяний. Здесь хочу сказать, что до некоторых пор, до 2014-2015 года, все усилия государства были направлены на то, чтобы предупреждать, бороться с коррупцией только в органах власти, государственных и муниципальных органах. Поэтому там было придумано достаточно большое количество, принято и реализовано достаточно большое количество законодательных и подзаконных актов. Сейчас акцент сместился и на организации. Да? Это началось с 2013 года. Сейчас каждая организация тоже начинает проводиться это противодействие коррупции. Но я имею в виду, конечно же, мы с вами не должны, да, заниматься напрямую борьбой, то есть уголовным преследованием. Это занимается соответствующая структура, но вести такие предупредительные профилактические меры, в том числе и разъясняющие, да, это вполне в наших с вами силах. Если говорить про, например, какие базовые понятия, да, базовые понятия в государственной политике, что мы должны с вами знать, да, для того, чтобы понимать, как с этим бороться, да. Во-первых, сейчас очень такой популярный, популярный в кавычках, конечно, да, это урегулирование конфликта интересов. Об этом сейчас говорят все. Хочу сказать, что это очень сложно на самом деле. Без предварительной специальной подготовки урегулировать, вообще распознать конфликт интересов, его урегулировать достаточно сложно. Но надо начинать всегда с того, в любой организации, чтобы в любой организации, в том числе, полагаю, и у вас, есть лицо, которое ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которое должно эту системную работу организовывать. Сейчас во всех организациях есть такие лица. Я думаю, что у вас это, если вы еще этого человека в лицо не знаете, я думаю, что он все равно у вас официально назначен, потому что такова у нас политика государственная. Да? Если не отдельный специальный отдел, понятно, что для вас он не нужен, но лицо, которое организует системно эту работу, все-таки я думаю, что у вас есть. Кроме того, сейчас происходит такой процесс, который раньше вообще не был актуален, это планирование антикоррупционной деятельности.
Сейчас у нас есть, вот начиная со стратегии национальной, которая определяет концептуальные такие, да, основы вообще борьбы, противодействия коррупции, национальные планы, потом у нас есть программы на уровне субъектов, и сейчас эти планы есть во всех практически организациях. Я думаю, что у вас она тоже есть. Если я сейчас вот зайду в поисковик, забью план по противодействию коррупции, мне выскочит порядка 100 тысяч, вот где употребляется слово план. И самое первое, куда я зайду, который самый первый выскочит, это планы по противодействию коррупции в детских садах. Хотя, конечно же, планом назвать это можно условно, это некое, знаете, у нас, как обычно бывает, да, надо спустить сверху, всех обязать что-то сделать, да, мы сами не понимаем, для чего это надо, да, но мы сейчас вам спустим, а вы примите, да, сами, все ознакомьтесь, а на самом деле, когда мы начинаем вот смотреть эти планы, мы понимаем, что они фактически не могут быть реализованы вот в этом учреждении. Да они не нужны, эти меры зачастую не нужны. Но как сделать это правильно, да, и реализовать именно те меры, которые в каждой организации могут быть осуществлены, да, для этого все-таки вот как раз нужно это лицо, вот, по профилактике коррупционных и иных правонарушений, так оно прямо официально называется в законе, который бы вот устанавливал, да, что вот мы, ведь не обязательно проводить 150 мероприятий, да, достаточно проводить там 5, например, да, но на самом деле они будут направлены на реализацию каких-то конкретных целей, например, просветительские, да, или, например, давайте мы всех научим, что такое, будем понимать, что такое конфликт интересов, да, как его понять, как его распознать и как его урегулировать. Потому что, вы знаете, за непринятие мер по регулированию конфликта интересов увольнение по трудовому законодательству в том числе. То есть мы должны это понимать, прежде чем с чем-то бороться, да, мы должны вообще какой-то для себя понятийный аппарат составить. Кроме того, у вас образовательная организация, да, и вы работаете как раз со многими образовательными учреждениями, где тоже проводится вот такая профилактика коррупционных правонарушений в том числе. И, конечно же, ваши усилия должны быть направлены на вот такие предупредительные меры. Да? Вот. Например, у нас университет тоже этим занимается. Да? Мы организуем достаточно большое количество курсов повышения квалификации, семинары. Нас сейчас очень активно приглашают, например, Министерство здравоохранения там, да, для главных врачей больниц, там, заместителей главных, физкультура, там, да, соцобслуживание и так далее. Потому что вот эта вот волна, она с госорганов, с органов муниципалитетов, она перешла как раз на организации. Вот. А непринятие организации мер по противодействию коррупции, это тоже наказуемо. Да, потому что организация должна принять какие-то меры. Даже есть судебная практика по этому поводу. Прокуратура привлекает юридические лица к этому. Да. Я никого не пугаю, но тем не менее это работа системно должна, конечно, проводиться. Вы знаете, вот если говорить про ограничения и запреты, да, по противодействию коррупции в этой сфере, вы знаете, у нас в Российской Федерации достаточно большое количество ограничений и запретов уже реализуется. Например, большое число лиц у нас предоставляет сведения о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера на себя, супругу, несовершеннолетних детей. С 2013 года предоставляется еще сведения о расходах по отдельным там группам, да, покупок. Вот. Причем вот эта вот система, это ограничение, да, эта система, она распространяется на все больше количество лиц. Если раньше, например, такие сведения подавали только государственные муниципальные служащие, то сейчас подаются очень большое количество, их становится все больше и больше. Более того, сейчас это перешло на организации, у вас в организации, руководитель организации вашей по закону представляет, да, вот, а все учредители, они рекомендуют, не то что рекомендуют, они приказывают еще этот круг увеличить. Да? У нас сейчас, например, в университете 12 человек представляют сведения о доходах. Причем Минобр в этом году наш, да, учредитель, рекомендовал нам самим расширить этот список, выявив коррупциогенные отрасли, самим. То есть мы имеем право, да, конечно, мы пока на это не пошли, например, включить контрактную службу, да, бухгалтерию, там, да, вот где есть коррупционные риски, например, департамент по управлению имуществом, да, везде, где есть какие-то потоки, да, вот,
то есть это не только, мы говорим, государственные там чиновники, да, или там должностные лица, да, но вот эти круг этих антикоррупционных обязательств, ограничений, запретов, он все больше и больше расширяется. Или, например, обязанность уведомлять представителя нанимателя, если вас склоняют к совершению коррупционных правонарушений. Эта обязанность вообще у нас, например, распространяется на всех, независимо от должности. Я думаю, что, возможно, что, конечно, в силу специфики вашей организации, наверное, вас трудно к чему-то склонить, там, предположим, да, вот, да, но у нас, например, в университете, да, вы знаете, у нас ведь на самом деле могут склонить к совершению, да, коррупционного преступления, это, дача взятки, да, к получению, вернее, взятки. То есть это тоже ограничение коррупционное, да. Или, например, сейчас идет запрет отдельным категориям граждан открывать счета в иностранных банках, например, да, это запрет с 2015 года идет. Обязанность передачи ценных бумаг доверительного управления. То есть вот этот круг, он все больше и больше он расширяется. Круг самих запретов расширяется, да, и круг лиц, которые попадают под эти запреты, тоже расширяется. Значит, если говорить про меры, как у нас реализуются меры по коррупционным правонарушениям, да. Во-первых, скажу, что в 2011 году был введен такой институт увольнений в связи с утратой доверия. Если вы заметили, у нас сейчас этот институт действует, правда, он пока на уровне рядовых работников не слышала такого, что увольняют по утрате доверия, хотя в Трудовой кодекс даже ввели, это не только на госслужбе, да, Трудовой кодекс сейчас ввели тоже в 2012 еще году 81 статью, то есть это основание для увольнения. Но в основном по утрате доверия, конечно, громкие такие вещи, высокие у нас чины, да, увольняют по утрате доверия. По уголовному законодательству, вот пару фраз скажу. Вы знаете, у нас сейчас введена, не сейчас, уже в 2011 году, кратность штрафов за получение дачи взятку. До 100-кратной суммы взятки у нас сейчас идет по законодательству. Вот. Но это понятно, что чтобы лица, которые вот совершают такие преступления, чтобы их наказывали еще и рублем. Да? Вот. Сумма взяток очень приличная. Но самый крупный штраф за взятку вот в истории России, он исчисляется, сейчас вам скажу сколько. Значит, случай, да, это работники пенсионного фонда, 2 руководителя пенсионных отделений города Москвы, они супруги, каждый из них возглавлял свое отделение пенсионного фонда в Москве. И они в сговоре с охранной организацией, которая осуществляла охрану вот этих зданий пенсионных фондов, получили взятку от одной организации сразу вдвоем, да, в сговоре там еще усилилась у них вот это вот мера ответственности. Каждый из них, да, супруг, заметьте, это семья, каждый из них получил штраф в размере 500 миллионов рублей. Каждый. Суммируем, сумма получается какая? Миллиард штраф. Да? Вот. Там у них еще реальный срок лишения свободы, каждому там 9 лет, каждому. Реальный, да, лишение свободы. Но это самый крупный, да, как бы считается сейчас, вот на слуху такой, да. Вопрос. Они отдали этот миллиард? Нет. И каким образом? И самое главное, куда он ушел? Зачем такие Нет. штрафы? Суд, у нас, кстати говоря, в Республике Коми два таких случая, когда штрафы изначально, да, были даны только штрафы, там наказание-то много, там либо там 5 видов можно, да, либо, да, вот у нас 2 таких случая реальных в Республике Коми, когда штраф был наложен в качестве меры, да, но не был выплачен, да, и был заменен на реальный срок. Штраф был заменен. То есть изначально не было. А у них изначально лишение свободы плюс штраф. То есть они сейчас отбудут, но это не означает, что штраф они не должны платить. Да, то есть понятно, да, то есть это плюсом к реальному сроку, да. А у нас да, то есть в течение года они оба не смогли выплатить, один из них налоговый инспектор
у него была достаточно большая сумма штрафа, там 10 миллионов тоже он был, но ему не с чего было выплачивать, да, у него не было таких доходов, его с работы сразу, понятно, уволили, да, за взятку, устроиться он никуда не мог, потому что у него тут на лбу было написано, да, взяточник, ну, понятно, доходов не было никаких, он за год выплатил только 10 тысяч. Вот, поэтому ему была заменена вот на 7 лет лишения свободы. Заменили реально. Вот. В 2016 году в Уголовный кодекс была введена новая статья, называется «Мелкое взяточничество», до 10 тысяч рублей. Раньше не было этой статьи. Сейчас все взятки делятся по размеру. Да? Есть взятки в значительном размере, в крупном, в особо крупном размере. Вот. В особо крупном это свыше миллиона. Средний размер взятки по данным МВД 2018 года, средний размер взятки 609 тысяч рублей. Средний размер. Вот, это включая мелкие взятки. Больше всего, конечно, мелких взяток до 10 тысяч рублей. Вот, общая сумма взяток тоже по данным МВД в 2008 году составила 1,8 миллиарда рублей. Но заметьте, что все коррупционные преступления носят высоколатентный характер. Они скрыты, раскрывают только, по данным исследователям, 1/20 часть. Потому что измерить это невозможно, да, мы не знаем, сколько скрыто. Вот. Но ввиду того, что, например, в 2011 году была введена, например, такая норма в уголовное законодательство, что освобождается от уголовной ответственности, если лицо получило взятку, либо выступало в качестве посредника, но активно способствовало раскрытию преступления, да, либо если вымогали у него, да, имело место вымогательство, вот, и он добровольно об этом сообщил, то оно освобождается от уголовной ответственности. Эта мера возымела свое действие. Сейчас значительная часть успешных антикоррупционных таких расследований начинается с того, что кто-то из участников об этом заявляет, да, потому что он освобождается от уголовной ответственности. Но при условии, что он первый об этом заявил, что правоохранители не узнали раньше об этом, да, то есть он сказал об этом, и вот это вот раскручивается вот это дело. Но например, по применению законодательства у нас ведь в отношении антикоррупционной такой деятельности там не только уголовное законодательство, там административное законодательство у нас, да, у нас большие штрафы. Вот. В том числе, я говорила, и трудовое законодательство у нас, когда увольнение, да, в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется в отношении работника. Так, собственно говоря, наверное, вот еще в качестве заключения скажу, что у нас, несмотря на то, что Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, вот, и открытие для подписания этой конвенции сейчас считается Международным днем противодействия коррупции. Вот мы с вами сейчас в преддверии этого дня, 9 декабря отмечается этот день уже много лет. Тогда была вот для подписания открыта эта конвенция. Так вот, одним из факторов подписания то, что в каждом государстве должен быть орган, который занимается ответственность за противодействие коррупции. У нас в Российской Федерации такого самостоятельного органа нет, если не считать вот этот совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации, который вырабатывает такие общегосударственные меры по борьбе с коррупцией, контролирует, координирует, да, различные там указы и так далее. У нас в Республике Коми тоже есть, председателем этого совета является президент Российской Федерации, там есть еще президиум, который разные вопросы рассматривает. У нас в Республике Коми тоже есть такой координирующий орган, он называется Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми, возглавляет ее глава Республики Коми. Координация осуществляется и на уровне государственных органов, и у вас в том числе. И вот для тех, кто, может быть, интересуется этой темой, либо когда-нибудь будет этим вопросом заниматься, у нас Министерство труда Российской Федерации занимается методическим обеспечением противодействия коррупции в Российской Федерации. У них на сайте, на официальном сайте есть, где деятельность написана, там у них очень много видов деятельности,
дойдете где-нибудь там до конца, увидите противодействие коррупции. Вот на этой вкладке размещено достаточно большое количество методических рекомендаций. В том числе и есть достаточно неплохие методические рекомендации по организации работы по противодействию коррупции в организациях. То есть вот например, ваша организация, да, что нужно делать, с чего начать, например, деятельность. Да. Вот, там и про конфликт интересов достаточно так подробно расписано, да, про планирование деятельности, антикоррупционное просвещение и так далее. То есть вот если кому-то это будет надо, зайдите, это все открыто, в открытом доступе. Очень много сейчас аналитических обзоров, судебная практика, обзоры судебной практики, например, если кому-то понадобится, например, да, для подготовки каких-то там мероприятий, предположим, да, или там, но там, конечно, нету именно в части, например, как педагогам, например, да, вот эта вот сфера деятельности, она сейчас просто к нам тоже обращались, как бы нам выстроить, например, уроки, да, в школах, например, да, сейчас все педагоги идут по какому-то своему пути, да, вот давайте, больше, конечно, на исторические какие-то аспекты, да, вот, и так далее. То есть единой какой-то базы, например, методической, да, я просто разные сайты тоже смотрела, разные ресурсы информационные, да, но, к сожалению, такой единой методической площадки для педагогов, например, да, вот этого, к сожалению, пока не создано. Видимо, это дело будущего. Раз сейчас у нас делается упор вот на антикоррупционное просвещение, образование, я думаю, что, наверное, такие ресурсы, они появятся, я так полагаю. Спасибо. Если есть вопросы, можете задавать. Отвечу по мере своих сил. Пожалуйста.